Сосногорский район в рамках рабочих поездок по региону посетил министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов. Он не только оценил подготовку учреждений культуры к новому сезону, но и провел ряд встреч. Вначале диалог с работниками самой творческой отрасли. За чашкой чая региональный министр рассказал о тех программах, которые на сегодняшний день действуют в республике. В первую очередь они направлены на модернизацию и развитие учреждений культуры. Сосногорский район участвовал в федеральном проекте «Местный дом культуры». В его рамках было приобретено световое и звуковое оборудование для городского дома культуры «Горизонт». Здесь же оборудована студия звукозаписи. К слову, комплекты света и звука получили и досуговые центры поселков и деревень всего района. Район в этом году очень грамотно поучаствовал в программе. То, что хотел, то сделал. Никаких задержек не было, никаких проблем не было, поэтому будем и дальше с районом работать и поддерживать. Говоря о материально-технической базе культурно-досуговых учреждений, Емельянов отметил, что с 2018 года в республике планируется возобновление строительства модульных центров, в которых объединены различные учреждения социальной направленности. Программа рассчитана на ближайшие 4 года, как минимум до столетия региона, пока не будет полного охвата тех населенных пунктов, которые в этом нуждаются. Продолжился визит министра экскурсии по учреждениям культуры района. Так, в библиотеке имени Якова Рочева высокому гостю показали недавно открывшийся на ее базе молодежный интеллект-центр. По словам работников библиотеки, ребята приходят в центр практически ежедневно. При этом места хватает всем, как постоянным читателям учреждения, так и посетителям молодежного центра. К слову, министр высоко оценил такую практику. Меня однозначно радует тот факт, что Центральная библиотечная система сегодня внедрила проект молодежных центров, которые, можно сказать, только начинают шагать по нашей республике. А в библиотеке Сосногорска это уже свершившийся факт. Поэтому однозначно, что этим опытом нужно делиться с другими муниципалитетами для того, чтобы внедрять его и пропагандировать как положительный опыт. Это очень здорово. Продолжая молодежную тематику, министр не мог обойти вниманием и одно из ярчайших мероприятий в культурной жизни не только Сосногорска, но и всей республики – Сосногорский рок-фестиваль. В следующем году он будет проводиться в 25-й раз. И мы однозначно в этом году будем составлять календарь событийных мероприятий в Республике Коми и популяризировать его путем наших возможностей на туристских порталах республики, в изданиях, которые сообщают о туристских событиях, которые происходят на территории региона, в том числе в федеральных изданиях, федеральных СМИ. В этом году мы постараемся объять все мероприятия событийные, которые происходят на территории региона, и Сосногорский рок-фестиваль, который однозначно является брендом района, не исключение. Несмотря на то, что визит регионального гостя был рассчитан всего на один день, Сергей Емельянов успел побывать и в городских учреждениях культуры, и в поселковых. В целом, как отметил министр, учреждения культуры Сосногорского района уверенно смотрят в будущее и имеют большой потенциал для развития во многих направлениях. Появление в семье долгожданного малыша – безусловно, один из самых счастливых моментов в жизни молодых родителей. Однако грудной ребенок – это не только огромное счастье, но и колоссальная ответственность. Кроме того, уход за новорожденным порой настолько выматывает новоиспеченную мамочку, что та засыпает буквально на каждом шагу. Именно по причине сильной усталости и банальной неосторожности происходят трагические случайности, такие как механическая асфиксия ребенка. По словам заведующей педиатрическим подразделением Сосногорской ЦРБ, ежегодно на территории района происходят такие случаи. К счастью, их немного. За прошлый и текущий год медиками было зафиксировано всего 2 подобных несчастья. Наиболее распространенная причина трагедии – неправильно организованный сон маленького члена семьи. Медики напоминают, что укладывать спать малыша с мамой или папой настоятельно не рекомендуется, но и в своей кроватке малыш должен быть максимально защищен. Во-первых, у ребенка должно быть свое спальное место, то есть это кроватка, в которой не должно быть никаких лишних предметов. Да? То есть там должен находиться матрас нормальной плотности, отсутствие какой-либо мягкой подушки, максимум это тоненькая совсем подушечка до сантиметра в толщину, да? Либо это фланелевая пеленочка, сложенная там в 3-4 слоя. Отсутствие пухового объемного одеяла, то есть нет необходимости накрывать ребенка до ушей этим одеялом. То есть это может он своими движениями, руками, ногами надвинуть на себя это одеяло, вследствие чего перекроет свои дыхательные пути, и родители просто даже не заметят, что такое произошло.
Если у самой молодой мамы нет медицинских противопоказаний сидеть или стоять, то от кормления ребенка грудью лежа тоже следует отказаться. Причина все та же. Мать рискует нечаянно заснуть и своим телом банально задушить ребенка. Также настоятельно рекомендуется держать подальше от кроватки малыша и домашних животных. Нельзя домашним животным позволять спать с грудным ребенком в одном месте. Он может сам на него лечь, это домашнее животное. Может быть какая-то аллергическая реакция, тоже спровоцировать асфиксию. Также, по словам медиков, грудному ребенку совершенно ни к чему в кроватке и объемные мягкие игрушки. Оценить их красоту и функциональность малыш банально еще не в состоянии, а вот нанести вред здоровью такой аксессуар может непоправимый. Таким образом, пока ребенок еще совсем крошечный, его просто необходимо оградить от вещей и ситуаций, которые потенциально опасны для его жизни и здоровья. И позаботиться о малыше могут только любящие родители. А в первые месяцы жизни ребенку больше никто и не нужен.